Доброе утро, Якутия! На календаре 23 июня. Сегодня пятница, и всю эту неделю вместе с вами был я, Руслан Ачиров. Ну а завтра в столице региона, на долине Туймада, пройдет Эсэх. И сегодняшний наш эфир будет отчасти посвящен этому знаменательному событию. Мы вам покажем очень много роликов из социальных сетей, посвященных Эсэху. Также расскажем, как и где встретили этот праздник жители региона. Ну и не забудем, конечно, про наши традиционные рубрики. Это «Полезный завтрак», «Мой питомец», «Даты и события», а завершим мы эфир музыкальным клипом. Ну что, друзья, не забываем подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Делитесь с нами своими видеороликами, интересными новостями, поздравлениями, а также событиями. Ну а сейчас, по традиции, я предлагаю начать наш выпуск с прогноза погоды. По состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была 11-16 градусов выше нуля. В заречной группе Улусов 13-18, в южных 10-13. В Вилюйской группе Улусов от 14 до 18 градусов тепла. В Нижнеленских 16, в западных 14-15 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 9 до 15 градусов тепла. В Янских 14-15, на северо-западе республики 12-17 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха была 13 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура 27-29 градусов. Сегодня 23 июня. Музыканты-народники отмечают международный праздник – День балалайки. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами. С другими знаменательными событиями и праздниками этого дня мы познакомимся в нашей постоянной рубрике. 23 июня – Международный олимпийский день. Отмечается в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Также сегодня День государственной службы ООН и Международный день вдов. В России 23 июня – День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. По народному календарю, если во время хорошей погоды муравьев почти не видно, это к ненастью. 23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка. Первый аппарат был размером с письменный стол, печатал только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась наступательная операция «Багратион», одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе нее освободили от немецких захватчиков Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы Польши. 23 июня 1964 года запатентован гимнастический обруч хула-хуп. 23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В 1889 году 23 июня на свет появилась Анна Ахматова, русская и советская поэтесса. 23 июня 1912 года родился Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга. 23 июня 1962 года на свет появился Александр Любимов, российский журналист, телеведущий и продюсер. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен и Тимофей. Сегодня, 23 июня, начинает свою работу форум корпоративной социальной ответственности, в рамках которого будут работать различные площадки, такие как Стратсессия, Форсайт-сессия, защита проектов финалистов конкурса «Инносфера-2023» по созданию детских инновационных центров, нетворкинг, семинар, тренинг о корпоративном волонтерстве, а также будет работать лаборатория креативного пространства и творческие мастерские для детей. Сегодня у нас в гостях приглашенный участник этого форума
района Алексей Матвеев, руководитель проектного офиса социально-культурных инициатив «Культурная столица», город Санкт-Петербург. Ну а поговорим мы с ним о создании детских инновационных центров и о значимости таких площадок. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что такое детский инновационный центр, что туда входит и для чего они создаются? Ну, в случае Якутии, на самом деле, и этот тезис, да, это понятие, оно тоже уникальное. В рамках проекта «Иносфера» детские инновационные центры создаются по инициативе руководителей школ, руководителей дошкольных учреждений, детских садов, руководителей дополнительного образования, центров творчества. И прелесть этих центров, что они все уникальные, потому что в каждом конкретном локальном муниципалитете, улусе, наследии конкретный руководитель, понимая, что есть конкретные дети, у которых есть какой-то уникальный эксклюзивный запрос, где-то очень хотят развивать робототехнику, но условий и возможностей нету. Где-то очень хотят закупить и управлять беспилотными квадрокоптерами для макросъемки, для мультимедийных каких-то историй, для экологических проектов, но таких условий нету. Где-то есть уникальное наследие нематериальное, то есть какие-то художественные промыслы, изделия из глины, которые прославляли некогда Якутию на всю страну, на весь мир. И коллеги хотят привлечь детей, чтобы на основе этих традиций они производили какие-то современные изделия. Поэтому все эти центры очень уникальны, и у всех уникальная получается программа и запрос. Вот. И в рамках конкурса таких заявок с якутских районов поступило очень много. Но вот в рамках форума 20 лучших представила нам свои проекты, и 10 из них получат грант в размере 1 миллиона на реализацию, приобретение оборудования вот таких вот инновационных детских проектов на территории. Ну, отлично. Отлично. Да, скажите, а по каким основным направлениям работают в таких центрах? Ну вот основное отличие, проект называется «Иносфера», потому что подразумевает инновационное творчество для детей. Наш сегодняшний основной тренд, как сегодня модно говорить, основное направление развития экономики в стране — это креативная экономика. Креативная, то есть творческая. Когда мы до 30-го года в нашей стране стремимся развивать уникальные, оригинальные, инновационные, творческие решения. То, что называется русская смекалка. Надо же, вот как творчески придумали мобильное приложение, как интересно на основе нематериального наследия сделали какие-то сувениры, какие-то предметы, товары и услуги. Поэтому все эти творческие кружки, которые создаются, они носят инновационный характер для создания вот такого инновационного, творческого, креативного продукта на стыке технологий и дизайна, технологий и народного наследия. Это объединяет этот проект, и Якутия не зря является самым креативным регионом нашей страны. Республика получила премию в прошлом году. Не зря именно в Якутии появилась одна из первых концепций развития креативных индустрий, креативной экономики, а в нашей стране она была принята уже в 2022 году для всех регионов. Поэтому сегодня Якутия просто в мейнстриме, просто в потоке, ну и как во многих вопросах первооткрыватель этого направления. А вот что нужно сделать, чтобы то или иное учреждение образовательное, да, вступило в этот инновационный проект? Этот проект реализует целевой фонд будущих поколений. Оператором этого конкурса по выделению грантов является единый ресурсный центр Республики Саха-Якутия. Поэтому достаточно просто узнать вовремя и вовремя на такой конкурс подать заявку. А дальше коллеги помогут с проработкой проекта, с поиском лучших решений, с поиском лучших поставщиков, с выявлением потребностей для детей. А какие дети занимаются в таких центрах? Там есть какой-то либо отбор, или это предназначено абсолютно для всех? И этот вопрос тоже носит инновационный характер, потому что вот те самые креативные индустрии, творческая экономика, да, где вся прелесть поиска одаренных детей, но надо же, какой нестандартный, неординарный подход, да, у парня и девчонки, заключается в том, что нужно создать возможности попробовать себя творчески проявить абсолютно всем. Потому что ты никогда не знаешь, у кого в голове вдруг родится какое-то необыкновенное решение. Ну надо же, какой вот оригинально выдуманный продукт или услуга, который, в общем-то, уже на стадии обучения ребят можно выводить на рынок, либо в социальную экономику для решения социальных проблем или для улучшения качества нашей жизни. На сегодняшний день вот таких учебных продуктов, которые были в традиционном образовании и педагогике, сделали рисунок, сделали подделку и придумали
проект какого-то изобретения, положили в стол, участвовали в конкурсе, подарили маме. Это было раньше. Сегодня мы стараемся такие самые интересные придумки, разработки выявлять и выводить их на рынок, пытаться монетизировать, то есть продавать, находить им место в реальной жизни, в реальной экономике, в реальной культуре, в реальной социальной политике, чтобы эти истории уже в юном возрасте наших участников повышали качество нашей жизни даже в самых отдаленных арктических улусах. Действительно, получается, ребенок, если пришел с какой-то инновационной идеей, далее она имеет развитие еще и коммерческую какую-то подоснову, да, то есть это, в принципе, огромный плюс. То есть он это видит уже на практике. Конечно, на самом деле это просто правда и вот такое вот спасение нашего времени, потому что сегодня, имея в руках смартфон, даже не планшет, даже не ноутбук, просто смартфон, можно в любом возрасте, не имея компетенций по видеосъемке, да, по монтажу, снимать ролики, выкладывать их на международные платформы, привлекать к этому международную аудиторию, монетизировать тот контент, как сейчас говорят, да, видеоролики, какие-то аудиотреки, да. Вот. Можно снимать с квадрокоптера в кружке свои уникальные территории и вести какой-то блог, да, о красотах, об уникальных там, ландшафтах, природе Якутии, и это будет опять-таки привлекать жителей всей страны или всей Якутии или всего мира. И таких вот путей монетизации творческого, креативного продукта сегодня очень много. Но прелесть вот именно в оригинальности, в креативности, в смекалке, которая может найтись в самом отдаленном, самом северном, самом, кажется, асоциальном, не таком неуютном, да, неустроенном локальном местечке. И мы сегодня все в поиске таких креативщиков, таких творцов, которые, мы надеемся, и перевернут нашу экономику, и республики, и страны, и двинут ее вперед в мировую экономику. Действительно, сегодня, 23 июня, форум только начинает свою работу. Я думаю, что будут интересные идеи, интересные проекты. Какие еще актуальные вопросы будут рассмотрены в рамках данного форума? Форум в целом посвящен прекрасной дате. Это 30-летие целевого фонда будущих поколений. И этот фонд стал инновационным для своего времени. Это беспрецедентный фактически опыт для нашей страны, потому что фонд собрал в себя основные активы. Он объединил вокруг себя бизнес, который разрабатывает недра в Якутии. Он объединил общественные организации вокруг себя, которым финансово уже долгие годы помогает. И вот я и мои коллеги из Москвы, из Сочи, из других регионов, мы последние, ну вот уже лет 10, я активно, мне кажется, уже года 3-4-5, наблюдаем за деятельностью этого фонда и действительно поражаемся, насколько эффективно реализуется программа, насколько активно увлекаются некоммерческие организации, насколько они грамотно стали выстраивать свою проектную деятельность, получать гранты. И мы в рамках форума встретимся и с бизнесом Якутии, и с общественными организациями, и запланируем, постратегируем на ту тему, чем мы будем заниматься приоритетно в новом десятилетии. Алексей, спасибо вам большое. Мы желаем удачного проведения форума. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию блок новостей. Вы смотрите новости. Доброе утро. В мае в Якутии замедлился годовой темп прироста цен на продукты и непродовольственные товары. Однако на услуги он увеличился. Годовая инфляция в регионе снизилась до 6,2%, что ниже показателя предыдущего месяца, сообщили в отделении Нацбанка России по Якутии. По их данным, местные тепличные хозяйства увеличили производство своей продукции, а также поставки овощей из других регионов и Китая возросли по сравнению с прошлым годом. Несколько месяцев подряд наблюдается замедленный рост цен на мясо. Уменьшился и годовой темп прироста цен на кондитерские изделия. Лидер республиканского штаба «Якутия с тобой» рассказал о деятельности общественного движения на очередном брифинге. Сейчас в штабе продолжается сбор вещей от населения для отправки в зону СВО. Также лидер движения встречался с якутским владыкой Романом. Они не раз оказывали материальную помощь участникам специальной военной операции из республики. На данный момент помощь идет в госпиталь города Анапы.
Служащие якутской епархии из своих средств также оказывали помощь, и мы ее сразу же, закупив одежду, снаряжение, тут же передавали ребятам, которые уходят после отпусков, после ранений или те, кто вновь мобилизуется. Ну и швейный цех продолжает свою работу. Мы также ожидаем от населения, от предпринимателей помощь по адресу улица Орджоникидзе, 10, второй этаж, вход с левого торца. С начала эпидемиологического сезона в Нейрюнгре выявлен 51 случай нападения клещей на человека. 6 из них являются завозными, остальные произошли на территории города и поселков. 2 пострадавших находятся на стационарном лечении с подозрением на заражение клещевым энцефалитом. Напомним, что на базе Центра гигиены и эпидемиологии действует пункт приема, куда необходимо принести снятых с людей или животных клещей для исследований на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. В этом году было обработано 42 гектара территорий. Кроме акарицидной обработки проводятся и другие профилактические мероприятия, такие как вакцинация и введение противоклещевого иммуноглобулина непривитым лицам, которые обратились в медицинское учреждение. На сегодняшний день в лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Саха-Якутия с Нерюнгринского района было отправлено 48 клещей. На сегодня 28 клещей находятся в работе, а по тем 20 клещам, по которым пришел результат, установлено, что в 4 клещах обнаружены возбудители инфекционных заболеваний, переносимых клещом. В 3 клещах, в том числе снятых, 2 клеща были сняты с людей и 1 клещ собаки, были обнаружены ДНК возбудителя клещевого боррелиоза. И в одном случае с клеща, снятого с собаки, обнаружен РНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека. На днях объявили победителей 2-го конкурса президентских грантов этого года. Социальные проекты прошли независимую экспертизу и получили рейтинг в баллах. Горный район получил 6 грантов из 14 проектов. Что касается некоммерческих организаций Горного района, они получили на реализацию своих проектов 6 миллионов рублей. Кроме этого, инициатива жителей села Бердегистяха и района была оценена в грантовой работе главы республики, в котором 10 проектов получили поддержку. Таким образом, в районе будут реализованы 13 проектов по различным направлениям на общую сумму 7 миллионов рублей. То Сардanga, они получили 1 300 000 рублей именно на проведение тоже спортивных мероприятий. И, основная сумма пойдет из суммы гранта на установку газона. Они в прошлом году обустроили беговую дорожку, а в этом году будут установить уже газон. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня в нашей традиционной рубрике «Мой питомец» в это замечательное солнечное утро мы хотим рассказать вам о таких необычных домашних питомцах, как попугаи. Пусть это утро принесет вам только хорошее настроение, а пение птиц мы сейчас добавим вам. Далее смотрите рубрику «Мой питомец». Николай Николаевич, доброе утро. Доброе утро, Ирина. Сегодня у нас очень необычное интервью в таком интересном месте, с таким интересным человеком. И даже с такими, может, извините за тавтологию, с нашими интересными гостями, с нашими питомцами, то есть с вашими. Николай Николаевич, расскажите о вашем увлечении. Это, видимо, с детства началось. Как живем мы в Якутии, да, и не хватает ярких красок зимой, экзотики. Николай Николаевич, сейчас расскажите, пожалуйста, о своих питомцах, конкретно, кто здесь на мне, как говорится, сидит, на голове и на плече. Вот это. Это волнистый попугай Тоша, самец, ему годик, тоже из гнезда вылупился, вон там его родители сидят. И за это время он научился разговаривать. Сейчас не знаю, он, может, стесняется, не говорит, а так болтун вообще не остановишь. Это Нюша, девочка, наоборот, порода Карелла, вот ее тоже родители.
тоже годы, видите, они абсолютно ручные. А самое трудное в разведении попугаев, что вот именно может быть для нашего Создать условия. Создать условия. Можно купить птицу, она и красивая, и что, но она будет сидеть в клетке. Если вы заметили, в клетках у меня очень мало сидит птицы. И она, ну, по своему опыту начинал с клеток, делал гнезда, валета, ставил скворечники, но не всегда получалось у меня на разведении. Потом вот перешел к вольерному содержанию. Давайте посмотрим, что вот в этом гнезде есть. Вот открываем. Ребята, смотрите, вот они уже подросли. маленькие. Маленькие, но уже готовые вот на выход. Ирина, возьмите. Сколько им? Им дней 30. Это самец, а это самочка. Они довольно крупные, да? Да, я говорю, вот буквально еще дня 3-4, и они выйдут из гнезда. Ирина, держите ладошки, и мы покажем нашим... Это вот буквально вчера-сегодня вылупился, и вот я покажу, что яйца есть. Яйца тоже должны вылупиться, буквально тоже сегодня-завтра будут вылуп. Такой маленький. Да, вот чтобы сравнить. Сколько ему дней? Вот говорю, 1-2 дня. 1-2 дня. Вот такой птенчик маленький. Посмотрите, пожалуйста, вот. Только вылупился день назад. Маленький такой. А сантиметров сколько вот этого яичка? Сколько сантиметров? Вот 2,5. 2,5. Да? Даже меньше. Какой 2,5? 1,5. Доска дюймовскую. Такое теплое яичко такое. Ну вот это родители насиживают, самка насиживает. Давайте мы обратно положим. Момент прямо. Да. Трогательный, очень ответственный. Да. Это вот карелы. Кстати, вот это самка, я вру, я папаша вон. Это самка, и мне ее тоже отдали люди. Как бы заниматься и некогда. Как-то они меня нашли, не знаю где. Я как бы ни рекламу, ничего не даю. Узнали, что я занимаюсь птицей, содержу, и вот просто подарили. И вот самка, как видим, вот она первая кладка у ней. Это яйца. А вот птенцы, давай посмотрим. Ок. Смотрите, они должны шипят. Возьмите в руки, Ирина, не бойтесь. Я еще вот. Ну, окрас у них такой, да, пока? Это нет, они и будут. Это окрас лютина, желтые они будут, ярко-желтые будут. Как раз подцветные. Да. Вот. А что ли на голове? Это вот уже отрастает хохолок. Вот, посмотрите, все взрослые птицы с хохолками, это порода такая. Ну, очень интересно. Да, вот небольшая залысина, это, но она со временем, когда взрослая птица будет, после июня линьки она уже отрастет. Ой, цепляются они уже. Да, через неделю, дней через 10 уже из гнезда они выскочат. Давайте положим тоже вон. Эй, самочка 4 яйца отложила. Ой, ты молодец. Вообще вот это ваше увлечение. Вы уже, наверное, без него не можете. Вот люди к вам приходят. Да, люди спрашивают и удивляются. Ну, для чего, зачем, несложно, говорит, много убираться. Ну, кому как. Я думаю, час уделить в день, для меня это как бы не сложно, как бы удовольствие, если вот честно. Я вообще не напрягаюсь никак. Но вы очень любите своих питомцев, своих попугайчиков. Ну, и они меня тоже. Ну, как мы и говорили ранее, уже завтра в городе Якутске будут отмечать национальный праздник Эсэх. А в ряде районов Якутии этот праздник лета уже отгремел. Так, на минувшей неделе Эсэх отметили в Среднеколымске. Там в рамках празднования якутского Нового года выбирали красавицу. Кстати, подобные конкурсы красоты традиционно проходят в ряде населенных пунктов, и конкурс обычно называется Туяра-Мако. Также на прошлой неделе Эсэх отмечали в Амгинском Улусе. Он был посвящен 150-летию первого главы Афанасия Петровича Рязанского. Здесь Эсэх начался с выступления оркестра ансамбля «Кыл-Кылгах». Напомним, что в республике редко где можно услышать звучание якутских музыкальных инструментов, тем значимее концерт Кырымпы, Танцыра, Туях, Сахсыр, Дубдур. По словам руководителя ансамбля Василия Неустроева, их выступление является репетицией к Эсэх Оланхо 2024 года. Далее Эсэх отмечали и в соседнем Хангаласском Улусе. Яркое событие лета прошло традиционно с театрализованным представлением на берегу реки Лена. А вот их соседям Мегино-Кангаласского Улуса посчастливилось увидеть на празднике лета главу региона Айсена Николаева.
Глава Якутии национальный праздник Эсэх посетил вместе со своей супругой Людмилой Николаевой. Первая леди была в нежно-голубом халадае и бархатной черной накидке, отделанной соболями. Наряд дополняли национальные серебряные украшения. График главного праздника лета, который пройдет в последующие выходные на территории республики, вы можете увидеть сейчас на своих экранах. Эх отмечают не только в районах Якутии, но и за пределами страны. Так, этот праздник 21 июня отметили в жарком Таиланде и в Лондоне наши соотечественники. Как видно на кадрах, люди не забывают про свой регион и про свою культуру, объединив вокруг себя жителей из других стран. Мне кажется, это очень хорошо, именно так мы рассказываем о себе, и очень отрадно, что, живя за пределами страны, они организуют такие мероприятия. Как уже было сказано, сейчас в Якутии самый разгар проведения эсэхов. Жители заказывают или покупают национальные костюмы и украшения, заготавливают продукты для национальных блюд. А вот на столичном рынке продавцы из Поднебесной не отстают от сезонного спроса. Они выставили на своих прилавках копии якутских украшений, а где-то и вовсе можно увидеть якутские костюмы и аксессуары. А вот в исправительной колонии номер 1 сами шьют якутские халадаи. Там был заключен контракт с индивидуальными предпринимателями на пошив этого национального костюма. Осужденные сшили халадаи объемной формы с кокеткой по полочке и спинке из белоснежной шелковой ткани. Как отметили в пресс-службе ведомства, такие платья осужденные шьют впервые, но заказчицы отмечают аккуратность исполнения и удачный крой изделий при невысокой стоимости, сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Саха-Якутия. Между тем, в Хангаласском Улусе в городе Покровск сотрудники Центральной районной библиотеки проводят просветительские занятия для школьников, где рассказывают о происхождении традиционного летнего праздника народа Саха и его основных атрибутах. Подробности смотрите в сюжете Виолетты Засимовой. Центральная районная библиотека ежегодно в летнее время сотрудничает с пришкольными лагерями Покровска. Для ребят в здании библиотеки проводят различные познавательные и развлекательные занятия. Нынче школьников решили просветить, пожалуй, о самом главном празднике народа Саха – Эсэхе. Сегодня наши библиотекари расскажут ребятам об истории создания праздника, о наших традициях, обычаях народа Саха. Уроки об Эсэхе идут с 6 июня. Сегодня слушателями стали воспитанники пришкольного лагеря Покровской средней школы номер 1, в основном учащиеся 2-3 классов. Им для начала рассказали основную информацию о летнем якутском празднике, затем показали видеопрезентацию и провели викторину. Национальный напиток из бабуя молока. Правильно. По словам библиотекарей, дети чаще всего не знают ответа на вопросы, кто первым провел Эсэх и сколько дней длился Эсэх в древние времена. Зато ребята хорошо разбираются, что такое Ал-Лукмас, Чорон, Кумыс, Асохай, Халадай, знают об играх Дыгына, о старинном жилище якутов Балагане и так далее. Кстати, среди детей были и те, кто еще ни разу не был на праздновании Эсэха. В этом году поедем на Эсэх. А, впервые поедешь? Да. Тебе стало интересно? Да. Что бы ты хотела там увидеть, вот из того, что вот ты сегодня узнала? Я бы хотела бы увидеть соревнования, потому что я очень люблю соревнования. После теории началась практика. Точнее, школьникам продемонстрировали национальные игры Хаблык и Хамуска. Провели экспресс-конкурс на самую длинную косу – Угун-Сугох.
Ну и самой захватывающей стала игра на ловкость рук при помощи веревки. Здесь завязалась нешуточная борьба, победителем которой стала юная Настя Давыдова. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Но если уйти в историю, то раньше, как помнят старожилы, национальный праздник Эсэх проводился в городе, на ипподроме. Тогда это было достаточно удобно, не надо было куда-то далеко уезжать, все, можно так сказать, было в центре. А вот на местности Ус-Хатын Эсэх туймады начали отмечать с 1997 года. В прошлом году якутяне отмечали 25-летие со дня проведения этого праздника в местности Ус-Хатын. Еще в 1998 году тогдашний мэр города Илья Михальчук в интервью нашим коллегам отметил, что этот праздник – праздник единения с природой. На первом Эсэхе национальная одежда была не у всех, а вот на втором ношение якутской одежды поддержал Илья Михальчук. Этим он задал тренд, который и по сей день вдохновляет людей. Организовывая праздник в городе, мы видели, что мы не сможем, в общем-то, создать настоящую атмосферу единения человека и природы. Поэтому стали думать над тем, где и как провести. Это первое. Второе, все-таки история. По преданию, великий Иляй первый Эсэх проводил как раз вот на этом месте. Поэтому вот то, что наши уважаемые старики, наши аксакалы подсказали это, рекомендовали, отстаивали. Многие были другого мнения придерживались, были против, считали зачем, далеко. Но все-таки вот сегодня надо сказать, что он действительно приобретает вот ту первооснову, с которой он начинал свою историю, этот праздник. Между тем, с приближением национального праздника Эсэх все больше горожан снимают различные тематические видео. Так, недавно в социальных сетях жители Якутии начали выставлять видео, где они ходят по городу и в других населенных пунктах в национальных костюмах, этим самым радуя своим видом горожан, жителей сел и поселков. В тренд этого лета присоединились многие активные блогеры региона. Но если блогеры ходят по улицам города, то другие записали очень даже хорошие и отличные видео в социальной сети TikTok под песню Виталия Ачирова с использованием очков. TikTok-тренд настолько завирусился, что начали это снимать практически многие жители республики. А сейчас мы хотим показать вам архивные кадры из истории, где запечатлены кадры празднования национального праздника Эсэх. На кадрах можно увидеть, как наши предки идут встречать этот праздник, все в якутских нарядах. Видим, как проводят обряд алгыс и всем массово подают кумыс, национальный напиток. А дальше мы видим спортивные соревнования, конные скачки, и завершается все это асохаем. Программа празднования национального праздника Эсэх не изменилась и сейчас. Наоборот, стала насыщеннее и интереснее. Так, завтра торжественное открытие Эсэха Туймады 2023, который посвящен Дюгюгэй Аи, якутской лошади, начнется с 11:30. В течение 2 дней на 19 площадках планируется проведение более 112 культурных программ, которые включают в себя 14 ритуально-обрядовых действий, 19 конкурсных программ, в том числе 4 фольклорных конкурса, 9 выставочно-презентационных экспозиций, 6 детских, 5 спортивно-зрелищных и более 50 праздничных программ. После открытия начнется конкурс сказителей Асохая. В прошлом году для этого конкурса была построена новая площадка. Она располагается рядом с центром кумысопития, где и будет проходить открытие. Более 1200 человек примут участие в открытии, включая городские коллективы и около 250 участников из районов республики. Помимо этого будет организована новая театральная площадка номер 13.
Первое мероприятие на площадке начнется в 14 часов. Это будет конкурс дизайнеров современного национального костюма, посвященный 75-летию Августины Филипповой. После завершения конкурса начнется театральная программа. В нее вошли 7 спектаклей народных театров из 6 улусов республики. Ну а одним из самых зрелищных мероприятий Эсэха Туймаады 2023 традиционно станет финал игр Дыгына. Игры начнутся на спортивной площадке, а финальные состязания пройдут перед центральной трибуной центра Кумысапития. Организаторы национального праздника Эсэх также напомнили, что до местности Усхатын в дни Эсэха будут организованы временные автобусные маршруты по перевозке пассажиров номер 155 Медцентр Усхатын Медцентр, номер 156 Автовокзал Усхатын Автовокзал. Интервал движения маршрутных автобусов в дневное время составит 10-15 минут, в ночное время 15-20. В жаркую погоду в новых красных автобусах будут работать кондиционеры. Стоимость проезда составит 50 рублей. На сайте Эсэха Туймаады 2023 для удобства горожан и гостей столицы предусмотрена возможность забронировать место в палаточном городке. Участки для палаточного городка будут предоставляться бесплатно. Для этого выделят порядка 2000 таких участков. Ну а между тем, местность Усхатын уже готова встречать своих гостей. Давайте посмотрим видео, которое выложили в социальных сетях. А теперь наша традиционная рубрика «Полезный завтрак». И в этот раз мы с вами будем готовить очень интересное блюдо под названием «Яйца по-якутски» с использованием мяса оленины. Это блюдо настолько сытное, что после него можно ходить первую половину дня с полной энергией сил и бодрости. А еще такое блюдо можно взять с собой завтра, когда будете встречать национальный праздник. Доброе утро, дорогие наши телезрители. С вами я, Александр, шеф-повар ресторана «Шатун». И сегодня мы с вами приготовим яйца по-якутски с олениной. Для этого нам понадобятся яйца, фарш из оленины, фарш свиной, лук, чеснок, кумин, кориандр молотый, соль, перец и сливки. Для начала мы с вами сварим яйцо в смятку. У нас вода кипит, и чтобы яйца наши не полопались, когда мы их опускаем, мы в воду добавим очень много соли. Опускаем и засекаем ровно 5 минут. Вот. Пока у нас яйца варятся, мы смешиваем фарш свиной, фарш оленя, наши специи, чеснок, лук, кориандр, кумин, сливки и соль. И хорошо вымешиваем. Свиной фарш мы добавляем к оленине для того, чтобы наша масса стала более нежной, жирной и сочной. Потому что оленина очень постное мясо. Все. Перемешали. Так, все. 5 минут прошло. И теперь на яйца опускаем сразу в ледяную воду. Все. И даем им отдохнуть и остыть 5 минут. Наши яйца сварились, и они очень нежные в смятку. Вот. Теперь мы будем заворачивать их в фарш. Для этого нам понадобится пищевая пленка. Мы отрезаем кусочек.
и берем укладываем ее на пищевую пленку. Другой стороной разравниваем, делаем небольшой блинчик. И укладываем яйцо. Опа. Теперь аккуратно, сильно не нажимая. Заворачиваем наше яйцо в фарш. Придаем форму яйца, панируем в муке. В яйце. И в сухарях. 2 раза в сухарях панируем, чтобы корочка была более плотная и хрустящая. Все, запанированные наши яйца мы укладываем в сетку для жарки во фритюре. И отправляем в фритюр буквально на 2 минуты. Жарим до золотистой корочки, а потом отправляем на 5 минут в духовой шкаф. Вот наши яйца по-якутски готовы. Теперь давайте разрежем и посмотрим, что у них внутри. Вот такая красота у нас получается. Приятного аппетита! Вы смотрите новости. Доброе утро. Повышение уровня воды из-за прошедших дождей ожидается на реке Лени. Явление прогнозируют в пределах Ленского и Алекминского районов. Из-за прошедших дождей в бассейнах рек Витим и Алекма в ближайшие сутки двое. Ожидается подъем уровня воды на реке Лени. Также в результате выпавших осадков с 25 июня ожидается повышение уровня воды на реке Амге у села Амга. На остальных реках ситуация стабильная. Преобладает понижение уровня воды интенсивностью от 5 до 40 сантиметров за сутки. В выходные дни в Якутске и ряде районов ожидается 30-градусная жара. Жаркая погода до плюс 35 градусов будет стоять до конца июня на большей части республики. По прогнозам синоптиков, 24 и 25 июня в центральных и северо-восточных районах республики установится жаркая погода. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28-33 градусов. Ночью будет в пределах плюс 10, плюс 15. С переходом на июль над Якутией будет стоять антициклон. С 23 по 25 июня на дорогах Якутии увеличат плотность нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей. С пятницы по воскресенье на дорогах республики увеличат плотность нарядов ДПС. Инспекторы будут нацелены на выявление водителей в состоянии опьянения, без прав, допускающих выезд на встречную полосу и нарушающих правила перевозки пассажиров. Также усилят профилактику нарушений ПДД пешеходами и водителями мототранспорта. На федеральных трассах Лена, Колыма, Вилюй выставят передвижные посты.
В Якутске с первых дней июня начал свою работу крематорий. Само здание площадью в 313 квадратных метров расположилось на Маганском тракте. В нем есть залы кремации и прощания, морг и технологические помещения. Крематорий работает ежедневно с 9 утра до 18 часов вечера по предварительной записи. Среди услуг – аренда прощального зала, хранение тела в морге, транспортировка усопшего и сама кремация. В течение года на территории крематория построят и колумбарий – стену с нишами, куда помещают сосуды с прахом. Стоимость кремации у нас стандартная составляет 42 500 рублей. В эти 42 тысячи входит уже гроб, который мы предоставляем для транспортировки тела и проведения процедуры прощания, панихиды. Также туда входит оформление документов и капсула для самого праха. То есть, так скажем, кремация под ключ составляет 42 500 рублей. Да, я думаю, что это дешевле минимум, чем в 3 раза. В Нюрбинском районе в 2020 году открылся первый IT-куб в республике. С тех пор каждое лето по 2 сезона работает летняя IT-школа. Казалось бы, совсем недавно слова «виртуальная» и «дополненная реальность» были из области фантастики. А сейчас эти технологии осваивают дети. Ребята с удовольствием занимаются в Центре дополнительного образования и в летнее время года. Сейчас летнюю IT-школу посещают 36 детей. Обучение проводится по 5 направлениям, начиная от робототехники до программирования мобильного приложения. Занятия проводятся с 2 часов дня до 6 часов вечера. Летняя школа продолжит свою работу до конца июля. 1 час полагается к ним на отдых. Это разные экскурсии в музее. Ходим в кино, парк гуляем. В будущем мы планируем мобильный IT-куб. Это брендированное автотранспортное средство, который будет выезжать за пределы города Нюрбы. На этом у нас все. Хорошего дня. Художники Якутии и Приморья, объединившись, создали уникальный проект «Река Лена. Японское море». Инициатором проекта выступила Международная ассоциация женщин-художников «Цветы мира», созданная приморскими художницами более 20 лет назад с целью развития зарубежных и внутрироссийских художественных связей. За эти годы выставки были проведены в Японии, КНР, Австралии, в Южной Корее и в разных городах России. А в последние годы акцент был сделан на совместных выставках с художницами разных территорий России. И в этот проект заработает также и у нас в регионе. Более подробно об этом проекте и о выставке нам расскажет наша гостья в студии. Это Зотова Ольга Ивановна, куратор выставки «Река Лена. Японское море», член-корреспондент Академии художеств России, кандидат искусствоведения, главный специалист Третьяковской галереи в городе Владивосток. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам о вашем проекте, когда он был создан и какая была проделана работа за эти 20 лет. Ну, это уже больше 20 лет. Больше. Да, это были 90-е годы, когда Владивосток, который был закрытым городом-портом, он вдруг открылся и стало возможно принимать гостей и самим выезжать более активно. То есть 90-е годы дали такую хорошую свободу в художественной жизни страны. И наступил момент, когда стало понятно, что вот эта открывшаяся ситуация, это удобно для того, чтобы посмотреть, как живут другие художники других стран, какие-то культурные традиции, что-то почерпнуть. Это был такой мощный момент знакомства с художественным контекстом вне границ России. И завязались очень интересные связи и знакомства. И вот эти поездки, они осуществлялись в течение ряда лет по принципу такого передвижного свойства. Каждый раз, каждая страна, участница приглашала в гости всех членов творческого объединения «Цветы мира». И когда случились печальные события, ковид, то есть все было блок, мы решили, что есть своя страна, и не посмотреть ли внутрь. И открылась бездна звезд полна. Замечательно. А что говорили о вашем проекте вот за пределами страны, вот, когда вы посещали другие страны? Охотно присоединялись и не просто говорили, а восторгались тем, что это такая мобильность, подвижность. Это не только художественные, собственно, ситуации и процессы, а еще и очень большое человеческое общение.
Ведь мир един, и оказывалось, что в семьях у людей, с которыми мы подружились, какие-то те же самые принципы, на которых основывается человеческая жизнь. Мы знаем, у кого выросли дети, мы знаем, как обустроено жилище наших друзей. Ну, то есть это удивительная контактность, которая, собственно, мир мал, велик и мал одновременно. И мы оказались вот в таком каком-то теплом дружеском кругу. Сегодня, когда тоже достаточно сложно, по разным обстоятельствам происходит это общение, мы наблюдаем, есть все-таки контакты в социальных сетях, как даже наш сегодняшний визит в Якутию оценивают наши коллеги из-за рубежа. Это и Япония, есть у нас там замечательная Рея Акабаяши, художница в городе Токио, есть друзья во Вьетнаме, очень дружеская, теплая тоже связь. И они бесконечно реагируют и говорят, как здорово, вы продолжаете эту работу, и наступит время, когда мы обязательно будем выставляться вместе и за рубежом. Расскажите о работах, о проекте, который будет представлен у нас в республике. Ну, вот деятельность «Цветов мира», она без какого-то специального тематического направления, потому что общение — это уже такой вот хороший микс. Но год назад родилась идея сделать проект художников Якутии и Приморского края, который бы дал возможность увидеть специфику территории Дальнего Востока. Дальний Восток — один из самых больших регионов России, и вместе с тем он состоит из очень разных по своему характеру и своей специфике земель. Мне довелось побывать в Якутии по приглашению коллег на 80-летие Якутского союза художников в декабре 2 года назад, и я влюбилась, несмотря на то, что декабрь, может быть, не самый удобный месяц для влюбленности, но вместе с тем очень все понравилось, и вместе с тем появилось вот ощущение того, что Якутия совершенно другая. А наше побережье, наши просторы, водные глади, океан, и захотелось это как-то все совместить и в то же время выявить специфику каждого из нас. И в прошлом году в галерее «Арка», это известная галерея во Владивостоке, состоялась первая часть проекта «Река Лена. Японское море». У нас даже экспозиция была выстроена по принципу: река — это одна линия произведения, а море — это огромное пятно, где ковровая развеска, очень красиво, эти работы все сосредоточились. Проект был очень хорошо принят, он совпал с выставкой Национального музея Якутии. В Приморской картинной галерее в честь столетия республики была масштабная выставка и прием в правительстве Приморского края. Мы были на открытии. И вот эта поддерживающая друг друга ситуация выставочная, она выявила, что это очень интересно. И было решено продолжить. И вот мы здесь, и вот мы привезли свое Японское море к вам в центр Гагарина. Замечательно. То есть в ДК в центре Гагарина можно будет посмотреть? Сегодня в 15 часов открытие, приглашаю. Ну что, друзья, мы поблагодарим Ольгу Ивановну, пожелаем творческих успехов. Вам большое спасибо за то, что вы посетили с таким проектом нашу республику. Ну а на этом подходит к концу наш эфир, и мы бы хотели его завершить музыкальным клипом в преддверии национального праздника ЭСЭХ. Оставайтесь на канале Якутия 24.